Добившиеся независимости и вышедшая в новом качестве на мировую арену, Республика Абхазия – страна гор и моря. Она отличается изумительной по красоте и богатству природы, но самое большое богатство страны составляют ее жители, люди мужественные, трудолюбивые, талантливые и гостеприимные. К числу выдающихся представителей абхазской интеллектуальной элиты принадлежит академик Тарас Миронович Шамба, о котором мы хотим рассказать в нашем фильме. Ученый, юрист, историк, педагог, известный общественный и политический деятель Тарас Шамба во все времена неразрывно и тесно был связан с жизнью своего народа. Всю свою историческую жизнь абхазский народ боролся с оккупантами, хотел независимости, но каждый раз такие происходили катаклизмы, движения, завоевания, когда ему приходилось отстаивать свою свободу. И вот, к сожалению, нам приходилось очень много терять своих сыновей, дочерей, близких для того, чтобы вот сохранить само Абхазию. Патриотизм для него даже не позиция, а суть его личности. Любовь к Абхазии, к своему народу, она является стержнем его духовного содержания. Какими бы громкими и патетичными ни казались эти слова, можно сделать вывод, что именно эта основа, пожалуй, является определяющей в характеристике личности Тараса Шамба. История нашего народа переплетена с жизнью, политической, общественной и научной деятельностью крупного ученого мирового масштаба Тараса Мироновича Шамба. История нашего народа очень глубока. И вот сейчас мы уже имеем возможность, по крайней мере, докопаться до той истины, когда вообще и где значился наш народ. Многонациональность сейчас, которая существует, оно когда-то было интегрировано в каком-нибудь одном народе. Вот как этническое, значит, сообщество абхазов и адыгов. Тогда не делились. Но учитывая, что у нас очень глубокие корни, поэтому и имеет глубокие традиции. Мы находимся на одном из святых мест Абхазии – Лыхнашт, где абхазский народ в самые тяжелые времена собирался и решал жизненно важные вопросы. Самые главные вопросы, самые сложные вопросы, которые касались всего племени или всего народа, и обсуждались на больших сходах. Эти сходы обычно проводились там, где находились святые места для абхазов. Вот точно так же, как, скажем, вот в Лыхнах. Это было народное святилище. Многотысячные сходы народа имели свои традиции. Все, кто хотел, всем, кто давали возможность. Но там была все-таки традиция. Прежде чем обсуждать, они вот на фамильном сходе, о родовом сходе обсуждали эти вопросы, а потом кто-то от их имени выступал, значит, на общем сходе для того, чтобы донести мнение вот этого рода, вот этой фамилии до всего народа. И потом общим голосованием принимались решения. Лыхнашт становился объектом научного исследования для многих ученых, в том числе и для Тараса Мироновича. И вот это место постепенно стало меня, значит, интересовать с точки зрения исторической значимости. Понимать стал, что действительно вот эта глыба историческая, имеющаяся у нас, должна быть изучена. Здесь абхазские владетельные князья
искали всегда такие места своего проживания, пребывания, где можно было бы создать помпезность, где можно было создать безопасность, где можно было показать себя связью с народом, ближе к народу. Поэтому, естественно, выбирались такие места, где можно было построить такое здание, где все это было совмещалось в одном этом ракурсе. Посмотрите, какая кладка здесь, значит, везде устроена. Это древняя кладка, когда строится, это здание имеет и оборонительное значение, потому что не пробиться, не влиться в нее нельзя было иным путем, кроме как полностью разрушить. Поэтому это здание, конечно, служило, многоцелевое функционирование занимало. Доктор юридических наук, профессор, действительный член 8 международных и российских академий, Тарас Миронович Шамба родился 29 июля 1938 года в городе Сухуми. Какое-то время семья Тараса Шамба жила вот в этом доме на набережной города Сухум. Вот это главная прихожая. У нас было это специально нам отдано. Мы здесь собирались, играли, шашки, шахматы. Да, все это мы делали по-разному. Ну и здесь вот как раз это давало возможность, здесь вот река, была очень хорошая лодочная станция. Там, значит, мы брали вот эти лодки, 8, 12 весельные, и были яхты, и вот мы как раз из речки выезжали в море и потом уже долго плавали. То есть занимались как бы и парусной греблей. Помимо этого, здесь вот у нас всегда была возможность, скажем, вот здесь спортзал рядом находился. Мы вот много занимались в этом спортзале. Помимо этого, мы каждый раз, поскольку все-таки, я, например, имею 7 спортивных разрядов, занимался спортом много и приходилось, чтобы тренироваться, каждое утро, один день на Сухумскую гору я бегал, а второй день на море для того, чтобы искупаться. То есть это круглогодично так мы и занимались. С детства обладал большой харизмой. Все дети как-то всегда вокруг него собирались. Он был вдохновителем и организатором этих детских компаний. Дом Мирона Шамба всегда был полон родственниками, и для всех находилось там место. Всех родственников они хотели обязательно высшее образование получили. Родственники все, они тащили, в Сухум, они жили у нас. Бывали такие эпизоды, когда читать хочется, а народу много, спать все хотят. Поэтому у нас был такой приемник, Даугава называлось. Крышка открывалась, и маленькие лампочки светили. И вот я иногда ночами, вот эту лампочку открывал и до утра мог читать. Тогда единственным окном в мир это книги были. И семейные чтения у нас были приняты с семьей. Мама занята не была, все бросала, свои дела, и мы все вместе садились, начинали, как старшая я начинала читать, потом Тарас продолжал. Всю свою, я думаю, энергию и теплоту направили на то, чтобы дети учились. Это была главная задача. Белла Ясоновна Бения с детства воспитывалась в семье дяди Мирона и считалась членом этой семьи. Помнишь, стихи тогда очень модные были, выразительно, кто будет из вас читать. Помните, у нас на стене висела огромная карта. На всю стену это была карта. И он любил нас гонять по этой карте. Тогда тоже всякие события, газеты, это очень все читали. Мы даже «Октябренок» был, газета «Пионерская правда», все должны были эти газеты читать.
И вот какие-то события, и он нас гонял по карте, я помню, он, где Куба, он вот начинал, где-то мы искали указкой, где какая страна, и должны были, какие события сейчас в этой стране происходят, рассказывать. Отец Тараса, Мирон Шамба, был одним из первых профессиональных абхазских юристов самой высокой квалификации. Он умел сплачивать людей разных взглядов, убеждений и характеров. А кто это были друзья? Это Аслан Таншугович Оторба, это Акибе Фатович Хонелия, Баграт Шамба. О чем они всегда говорили? Естественно, о политике. Это было самое главный их предмет разговора. В этой атмосфере вот росли мы, в том числе и Тарас. Мирон Шамба был председателем Верховного суда Абхазии, прокурором республики, председателем коллегии адвокатов Абхазии. Он был энциклопедически образованным человеком. Он всегда читал сам книжки философские, политические истории. Да, он делал очень много выписок. Очень смелое выступление Мирона Шамба было еще в 1956 году. На пленуме обкома партии было посвящено о репрессиях в Абхазии, когда он дал всю картину, как репрессировали абхазскую интеллигенцию. 37-й, 38-й и послевоенные годы. Когда вот это процесс ассимиляции абхазского народа, когда началось массовое заселение Абхазии с восточных районов Грузии грузинами, то, естественно, процесс был очень тяжелый. За это можно было репрессировать и его самого. Он добывал такие книжки, отец, которые были либо под запретом в Абхазии, либо они, значит, вот до нас не доходили, потому что все-таки нас ограничивали в реальном познании истории Абхазии и абхазского народа. Он, конечно, очень многое нам всем дал. Это редкий случай. Вообще он редкий был. Не за то, что там он наш родственник. Вообще он редчайший человек был по своему характеру. Вообще он очень был добр, но и очень строгий был вместе с тем. Когда ему что-то не нравилось, он прямо высказывал в упор, и должно было только так, как он сказал. Мирон Михайлович Шамба был первым среди абхазов государственным советником юстиции первого класса. Мирон Шамба, отец Тараса, это очень грамотный, компетентный, очень популярный юрист того периода, когда он работал. Он очень внимательно следил за нашим поколением. Он вел нас, мы его очень уважали. И он воспитал достойных сынов абхазского народа Тараса и Сергея Шамба. Мама наша, Эшба, она из хорошей, древней дворянской семьи, которая проживала вот в Агубедии. Получила образование, значит, преподавала. Большое влияние на формирование личности Тараса Мироновича оказали родители, отец и мать. Ведь не зря гласит абхазская пословица: какие корни, такие и ветви, или дерево сильно корнями, а человек своим родом. Это село Агубедия, откуда родом мать Тараса, Лидия Давидовна Эшба. Она была племянницей известного абхазского педагога и патриота Фомы Эшба. Уникальная женщина с точки зрения того, что вот я не знаю, сколько доброты в этой женщине было. Она столбовая дворянка Эшба. Ее мама Ачба. Это одно из древнейших княжеских фамилий. Всегда в доме была чистота, порядок, ну и любила, конечно, она дисциплину. В этом отношении ее авторитет был безукоризненный.
Часто Лидия Эшба привозила своих детей в это село, так называемое Эшкота. Село это очень древнее, поэтому они чтили разные свои национальные абхазские обычаи и традиции. Когда старшие вот так вот собирались под деревом, они начинали рассказывать различные эпизоды своей истории, своей жизни, различные воспоминания, скажем, из истории Абхазии, из истории вообще развития Кавказа и так далее. Поэтому уму-разуму учились, вот говорят, как от народных сказаний, былин, сказок и так. И, в принципе, это давало возможность для интеллектуального упражнения. В доме Мирона Шамба с самыми почетными гостями были эшбовцы. В нашей семье был культ эшбовцев. Если эшба приезжал к нам домой, это считалось, что это святой человек приехал в дом. Поэтому и это тоже я впитал, потому что как она нежно, трепетно относилась к своим всем. В Агубеде, где Тарас Шамба бывал часто, много святых мест, но одно из самых главных – это Бедийский храм. Мы здесь вот бегали, ходили, смотрели, купались в речке. Значит, и каждый раз, значит, я узнавал какие-то новые сюжеты из истории, допустим, этой фамилии. Природа Абхазии великолепна, поэтому она и притягивала сюда различных завоевателей, имея в виду, что здесь можно сделать великолепное место для пребывания императоров, царей, полководцев. Храмы, соборы в Абхазии всегда строились на местах древних святилищ, древних абхазских обрядных местах. Поэтому, конечно, значимость вот этого объекта великолепна. Ну и дай Бог, чтобы оно приносило бы духовное счастье, наслаждение, раскованность для абхазского народа. Еще одно святое место известно в Чимчирском районе – это храм в селе Моква 967 года. В научном спектре ученого широкого профиля Тараса Шамба нашло место в том числе и храм в Мукваште. Мне кажется, что вот как раз вот эта архитектура, она очень созвучна именно тем, хороша, что она напоминает византийские храмы, которые построены в Греции, в Кипре, ну и в других местах, где распространено христианство. Моквский храм – это один из уникальнейших храмов в Абхазии, который объединяет народные традиции и обычаи, где могли люди собраться, а потом помолиться, а одновременно с этим они могли спокойно развивать свою христианскую культуру. Во время Великой Отечественной войны Мирон Михайлович Шамба был мобилизован на фронт, а его жене Лиде пришлось с двумя маленькими детьми Тарасом и Лялей переехать из Сухума к родителям мужа в Гудаууту. Все свои спортивные достижения у меня были здесь. Здесь у меня очень много друзей всех национальностей.
Старшей сестре Ляле и Тарасу суждено было учиться в средней школе именно в тот период, когда грузинские власти закрывали абхазские школы и вместо родного языка пытались навязать совершенно непонятный абхазским детям грузинский. В первом классе, вы знаете, как мы говорили всегда, «Патевце было, маставлебели». Но что она из себя представляла по имени, фамилии, я до сих пор не могу знать. Абхазцы своих детей должны были отдавать только в грузинские школы. У меня выбора просто не было, надо было идти в грузинскую школу. Ну, я и пошел, проучился там 4 года. Старательная и послушная Ляля зубрила все, что ей не задавали, а Тарас упрямо отказывался учить то, что ему было непонятно. Я бросил школу и сказал, учиться не буду, если меня не переведут в русскую школу. И сам, опять-таки, никого не спрашивая, пошел в русскую школу и подумал, что в 4 класс ему не потянуть, значит, пошел и сел во 2 класс. Из-за этого в грузинской школе произошел инцидент. Ну, естественно, здесь вызывали родители, начиналось определенное давление со стороны райкома, партийных органов, со стороны исполнительных органов. Потом как-то отцу удалось уговорить и меня перевести в русскую школу. И я уже здесь начал учиться в русской школе, но проучился я недолго, потому что уже через несколько лет мы переехали в Сухуми. Благодаря огромным усилиям абхазской интеллигенции, через несколько лет абхазские школы все же вновь были открыты. И в старших классах Тарас учился в Сухумской 10-й средней школе имени Нестора Лакова. В 1863 году это была построена Горская Сухумская школа, где учились, кстати, все выдающиеся интеллигенции абхазов, здесь в этой школе учились. Тарас был одним из лидеров среди одноклассников, активным комсомольцем, хорошим спортсменом. Однажды накануне первомайских праздников одноклассники Тараса попросили у дирекции школы разрешения выйти на демонстрацию с портретом Нестора Лакова, чье имя носила их школа. Вдруг им говорят, что нет, вам нельзя это нести портрет. Дирекция школы решила не брать на себя опасную инициативу и ученикам просто ответила отказом. Тогда класс объявил бойкот, заявив, что не выйдет на демонстрацию. Здесь тогда было подтянуты обком партии, первый секретарь обкома партии, совет министров. Разразился большой скандал. В конечном итоге нам все-таки разрешили с портретом пойти на эту демонстрацию. Тогда весь класс, вся школа наша пошла. Это была первая маленькая, но значительная политическая победа Тараса. А это, знаете, как окрыляет, когда ты что-то сделал, и ты понимаешь, что ты сделал все правильно, нужное для себя, для своего самосознания, для своего народа. Затем в жизни Тараса Шамба началась учеба в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности юрист-правовед, аспирантура в Академии общественных наук, преподавательская деятельность, а затем профессор кафедры государственного строительства и права в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, проректор. Затем он назначается ректором Российского государственного торгово-экономического университета. Тарас Миронович обладает безусловным авторитетом среди ученого мира. И когда он работал в академии, это была еще Академия общественных наук при ЦК КПСС, он был секретарем парткома, и этого абсолютно не стоит в наше время не то чтобы даже стыдиться, но, по крайней мере, скрывать, потому что это была высокая должность, это было очень важное предназначение. Вы знаете, можно по-разному относиться к коммунистической идеологии, можно по-разному относиться к Академии при ЦК КПСС, но очевидно, что любая власть нуждается в хорошо подготовленных профессиональных кадрах. И Тарас Миронович очень многое сделал и тогда для подготовки управленческих кадров в России. И, что, наверное, не менее важно, Тарас Миронович всегда поддерживал начинающих ребят, поддерживал тех, кто приезжал из Абхазии, и очень много сделал для того, чтобы наши ребята, ребята из Абхазии, могли получать образование, могли продвигаться. Лекции Тараса Мироновича проходят всегда интересно. Они живые, эмоциональные, аргументированные. В них всегда присутствует чувство юмора, а также выделяется его большая эрудиция, широкая душа
человеколюбие и доброжелательность. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили в рамках режима отведенного нам времени, поговорить и об адвокатуре, момент возникновения адвокатуры, смысл и значимость этого института, задачи, функции, принципы, кто может стать адвокатом на сегодняшний день и состояние адвокатуры в Российской Федерации. И выходя рамки, и, может быть, некоторые, если мы успеем, я вам расскажу о международных актах, которые регулируют деятельность адвокатуры на международном уровне, и, естественно, преломляя через эти важные акты, какие законодательные нормы приняты в Российской Федерации. Академика Тараса Мироновича Шамба часто приглашают для чтения лекций в разные вузы России и за рубеж. Моя главная была всегда цель, я стараюсь это делать, давать студентам какие-нибудь проблемы, чтобы они написали статьи. И вот у нас, особенно в университете, у меня, я каждый год по 2 конференции студенческие провожу, для того, чтобы они могли выступать на этих конференциях. Потом материалы конференций я издаю, и получается, некоторые студенты на выходы по 5-6 статей имеют. Многие из них, уже имеющие склонность к научной деятельности, поступают в аспирантуру. Тарас Шамба также является почетным профессором Абхазского государственного университета. Гордость абхазского народа, блестящего ученого, юриста блестящего, руководителя, организатора очень многих мероприятий, направленных на то, к чему мы пришли сегодня. Автора в свое время проекта Конституции Республики Абхазия, единогласным решением ученого совета, за заслуги перед коллективом нашего университета, перед преподавателями и студентами. Тарасу Мироновичу Шамба присвоено звание почетного профессора Абхазского государства. Для меня был и есть Абхазский университет, это средоточием интеллектуального центра, культурного центра Республики Абхазия. Ученый широкого профиля Тарас Шамба, автор научных работ, учебников, научно-популярных изданий, многие из которых опубликованы на иностранных языках. С именем Тараса Мироновича уже как ученого, как правоведа связаны достаточно болезненные этапы нашей современной абхазской истории. Вспомним хотя бы то, что 14 августа 1992 года, именно в тот день, когда началась война, парламент Абхазии рассматривал проект о взаимоотношениях Грузии и Абхазии, который был подготовлен именно Тарасом Мироновичем Шамба, где были юридически достойно и выверенно представлены интересы Абхазии на тот период своего развития во взаимоотношениях с Грузией, во взаимоотношениях в рамках постсоветского пространства. Ну, где-то у меня около 500 научных статей, брошюр, книг и разного рода. Но в основном они были посвящены юриспруденции. Но, понимая важность и необходимость все-таки ближе и больше сделать для Абхазии, вот мне пришлось заняться историей. Историей Абхазии, в частности, историей Кавказа, историей вообще вот, цивилизации, для того, чтобы знать, какое место вот, в мировой цивилизационной системе занимает Абхазия. Поэтому, естественно, вот я начал изучать, и сейчас вот около 3000 только первоисточников по истории Абхазии,
там, где об Абхазии сказано, вот эти книжки, которые мной были просмотрены, ну, некоторые изучены, некоторые просмотрены. Вне зависимости от научного вклада Тарас Миронович Шамба всегда сохраняет именно такую роль знаковую, роль символическую в современном развитии абхазской государственности. Нужно отметить, что Тарас Миронович является и соавтором нескольких изданий по истории российского права. Мне вот удалось вместе с моим коллегой Непрошиным Александром Юрьевичем создать книжку, которая, мне кажется, и стала одним знаковым. Книжка называется «Абхазия. Правовые основы государственности и суверенитета». Там впервые дана историческая хронология объективного, легитимного и правового доказательства существования Абхазии. Это человек, который сделал очень много для правового развития Абхазии. Конечно, он писал диссертации на общесоветские, общероссийские темы, и его имя хорошо известно как ученого в России, но для Абхазии это совершенно уникальный случай, и я не могу не сказать, что всегда, когда стою перед задачей написать что-то об Абхазии, всегда смотрю, что на эту тему писал Тарас Миронович. И пытаюсь, по крайней мере, если не повториться, но, по крайней мере, следовать как бы в русле тех начинаний, тех подходов, которые он отражал. И, естественно, здесь нельзя не сказать про фундаментальный труд, труд «Абхазия. Правовые основы государственного суверенитета», которую Тарас Миронович вместе со своим коллегам Непрошиным не просто представили научную общественность России, не просто представили ее миру, переведя ее на английский, на турецкие языки, но где очень спокойно, очень по-научному выверенно и четко были даны юридические обоснования, почему Абхазия имеет не просто право на суверенитет, не просто древнюю государственность и не просто право на существование, а почему все эти права обоснованы и должны быть реализованы. А нам надо выйти на Европу, на Ближний Восток, на Дальний, значит, в Африку, Латинскую Америку, Северную Америку. Для этого нужно работать. Конечно, это нужны большие ресурсы. Естественно, нужны подпитки финансовые, нужны организационные, кадровые и так далее. Ну, потихонечку будем двигаться к цели, которую мы себе поставили. Войти в мировое сообщество, имея мировые стандарты жизни и деятельности. Тарас Шамба с детства был очень привязан к дому, к родине. Когда ему пришлось жить далеко от родных, как бы занят он ни был, всегда в день своего рождения приезжал в Абхазию. Зайдя в отцовский дом, говорил в шутку: «Вот и я пришел в день моего рождения сделать вам подарок». А для родителей приезд Тараса из Москвы был действительно большим праздником. После смерти родителей каждый приезд Тараса из Москвы начинается с посещения их могил в родном селе Абгархук. Родовое имение рода Шамба. Для всей большой родни братьев Мирона и Нурбея Шамба это место в селе Абгархук и до сегодняшнего дня является малой родиной. Вот там внизу плантация огромная, где были арбузы дедовские. Ну, а мы, пацаны такие шустрые, зрелые, решили все-таки пошли у соседа, украли арбуз, сидим там, где родник, едим этот арбуз, и приходит дедушка Шахан, увидел нас: «Ебашка!» Ну, мы мялись, но потом сказали. Он говорит: «А шгулн шалы», забрал нас, привел на это место. А в село Абгархук дети приезжали каждое лето на каникулы. Здесь познавали крестьянский быт. Здесь играли свадьбы их дети и внуки. Колодец у нас здесь, потом на базе вот того родника, здесь вода проходит, колодец сделали, чтобы далеко не ходить. А там мы иногда даже сделали вот такое расширенное, углубленное, приходили и садились в эту самую углубленное такое корыто водяное. И кто дольше посидит в этой воде, кто дольше посидит в этой воде. Ну и этим самым мы бравировали, что мы крепкие, сильные ребята. А здесь вот сейчас очень много здесь обновили. Здесь во дворе стояла большая груша в центре Ахача.
Поэтому у нас получалась крона большая, под ней всегда было много народу. Соседи к нам приходили, мы к соседям ходили, поэтому жизнь была налажена. Младший брат Тараса, доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета Сергей Миронович Шамба, также является очень известной личностью не только в Абхазии, но и на всем Кавказе. Говорить откровенно и не при нем, конечно, он многие процессы, которые происходят в Абхазии, видит глубже, чем я. Я практически поверхностно знаю жизнь, деятельность, все, что здесь творится. А он это знает основательно, фундаментально изучает, да он в этой работе. По-другому, очевидно, и нельзя. Ну, слава богу, склад мышления великолепен, исследователь хороший. Конечно, я тоже переживаю, как и наш отец. Хотел бы, чтобы он занимался больше наукой и научной деятельностью. Сергей Миронович – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа за национальное самосохранение, за государственную независимость. Культура воспитания, вложенная нашими родителями, не позволяет нам вести себя по-другому, кроме как достойно представлять своих родителей, свой народ везде, на всех и международных, и российских, и абхазских мероприятиях, которые мы посещаем. Сергей Миронович Шамба – один из инициаторов создания народного форума Айтгалара, а в дальнейшем он становится и его руководителем. Я помню, когда меня в Народный форум председателем выбрали, я пришел домой, как раз Тарас тоже приехал, все были дома в сборе. И когда я сказал, что меня вот выбрали в Народный форум, и что я должен уйти из института, очень все были расстроены. И Тарас отговаривал, все отговаривали. Но я им говорю, меня на 1 год избрали, потому что там каждый год. Но отец сказал, нет, говорит, сынок, это на всю жизнь. Ряд лет Сергей Миронович был министром иностранных дел Республики Абхазия, а сегодня он премьер-министр республики. Пользуется большим авторитетом не только в Абхазии, но и среди политической элиты России и в дружеских с Абхазией странах мира. По многим важным вопросам мы, естественно, советуемся, спрашиваем друг у друга. Но, к счастью, каждый принимает решение так, как он сам считает нужным в конечном итоге. Вот. Я, например, категорически был против того, чтобы он шел на выборы президента республики, когда выдвигался. Потому что хотел, чтобы он все-таки занимался сферой деятельности в области науки. Ну, а товарищи, которые меня уважают, пригласили и сказали, не мешай своему брату, он нам нужен больше. Ну, раз нужен, что теперь делать? Раз... Он категорически против был, кстати говоря, чтобы я соглашался на премьер-министра. Да. Ну, я предпочитаю ту сферу, где мне кажется, что там, где нет дрязг, там, где нет склок, там, где нет свары, там, где нет антагонизмов. Но, конечно, когда ты сам творишь, творец, и вот эта вот творческая жилка, она не должна потеряться и угасать. Конечно, потом уже, может, жизнь покажет. Но сейчас он еще молодой, поэтому пусть служит своему народу. Я удивляюсь, откуда у него время находится и писать, и ездить, и общественной работой заниматься. И в нескольких местах, когда я единственное, если, да, вот вы спрашивали, как я все время отговаривал его от такой широкомасштабной деятельности. Он очень коммуникабельный человек, умеет располагать в себе людей, и люди тоже тянутся к нему, потому что он любит всем помогать. Ну, целеустремленный, работоспособный однозначно. Наша фамилия, слава богу, имеет древние, глубинные корни. И этот корни, которые имеет наша фамилия, мы должны с честью всегда оправдывать. Большое место в жизни Тараса Шамба занимает общественная и политическая деятельность. Его организаторские способности проявились еще в студенческие годы, когда он учился в МГУ. Вот первая наша встреча была из 8 абхазцев, которые обучались и жили в Москве. Вот это Гарик, Анджария, Аида,
Ашхарау, Фатима Ашхарау, Мери Инабха, которая, так сказать, большую роль сыграла вот в объединении абхазских студентов, не только ребят, но и девушек. Поэтому Света Шамба, Адик Шамба. По инициативе Тараса и под его руководством в Москве в 1958 году было создано Абхазское землячество, объединившее студентов московских вузов. На базе литературного института в Москве, когда там учились Алеша Гогуа и Володя Анкваб, мы стали регулярно, ежемесячно собираться в общежитии литературного института. Ректорат знал о том, что абхазцы собираются, и всегда тема у нас, как бы мы выбирали какое-нибудь литературное произведение, или автора, или писателя, поэта, которые приезжали в Москву. Мы их приглашали, и сквозь призму его произведений говорили об истории Абхазии, о культуре Абхазии, об языке Абхазии, о необходимости издания своего журнала, своей газеты, телевидения и так далее. Но, к сожалению, проблемы были очень тяжелые. По сей день Тарас Миронович руководит этим обществом. Землячество с годами расширялось. Сюда стали приходить не только студенты, но и жители Москвы, выходцы из Абхазии. Тарас Миронович подавал гениальные очень идеи, которые мы старались осуществлять и как могли осуществляли, по большому счету, в связи с тем, что республике была оказана мощнейшая, на мой взгляд, помощь с его очень близкими друзьями, соотечественниками. Здесь проводились лекции по истории Абхазии, которые в основном читал сам Тарас Миронович. Традицией землячества стали ежегодные собрания в день установления советской власти в Абхазии 4 марта. Позже московские встречи земляков превратились в традиционные массовые встречи, где обсуждались многие проблемы, связанные с Абхазией. На них приглашались друзья Абхазии, устанавливались дружеские отношения с политическими, научными, культурными, общественными деятелями России. Я могу вспомнить Трапезникова, который рядом с нами все время стоял, Юрий Агырбов, и помогали. И более того, помогали многие из-за границы, с кем общался Тарас Миронович. И не было никаких отклонений по отношению всех тех работ, которые было проведено с Тарасом Мироновичем. И вот тогда мы стали в Москве, создали, и идея пошла дальше распространяться. Выйти за пределы Москвы, значит, создать наше землячество в Ростове, в Черкасске, в Киеве, в Ленинграде, в Тбилиси. В 1989 году Тарас Миронович Шамба был избран народным депутатом СССР. Тогда он проявил себя как общественный деятель общекавказского масштаба. В те годы Тарасу довелось вплотную сотрудничать с Владиславом Григорьевичем Ардзамбо, позже ставшим первым президентом Республики Абхазия, истинным патриотом и горячо любимым своим народом. На все мероприятия, связанные с землячеством, связанные с какими-то мероприятиями, он все время привлекал. Рекомендовал его приехать сюда, в Абхазию, для того, чтобы стать директором Института языка, литературы и истории. Ну, а он, конечно, человек талантливый, человек, я бы сказал, энциклопедических знаний. И, слава богу, Аидгалара, который тогда, как национально-освободительное движение, возрождалось, развивалось, и она практически все политические процессы уже в Республике Абхазия без них не решались. И Владислав как раз стал вместе с ними, и потом пошли его, скажем, дальнейшие шаги. Народ наш, абхазский, в лице Владислава,
приобрел лидера, который навсегда останется в памяти народа. Сегодня, если мы говорим о государстве своем, мы говорим о своей независимости, о свободе, и вот это все мечты нашего народа, которые воплотили такие люди, как Владислав Ардзенба, Тарас Шамба. Они возглавили все это движение и привели нас к тому, к чему мы пришли. Идея создания Международной ассоциации абхазо-абазинского народа принадлежит Тарасу Мироновичу Шамба. Инстинкт самосохранения подсказывал необходимость образования нашего большого союза абхазов, которые проживают по всему миру. Международная ассоциация абхазо-абазинского народа была создана как нельзя более своевременно. Это было время Отечественной войны народа Абхазии. Шиткаланы хайвихари батаны, ешукнего хаваж варахц, штах, шухот абра, акымзик шумайктен, шмалума, шукшуюма, шимчума, хайдгаланы авус абсназахад эцахват. В Лыхнах мы провели первый конгресс, он получился очень удачным, по крайней мере показал, что мы в мире можем найти всех своих соплеменников, которые разбросаны в разных государствах. И вот создали Абхазо-Абазинский конгресс. Все делегаты единогласно выбрали Тараса Мироновича президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Я вот с тех пор, с 92 года, этим занимаюсь, одновременно давая возможность, втягивать в эту нашу общественную работу людей, которые живут в разных странах мира. Яхтахон, хашталарец, аэтна культура, абсвашва ханхозиге, риштхра, репсад гелачо, иqahсузиге, архалухна, хальштозиге, иqahсузиге, дара репсад гел, шокурдырна, иссымши хадгалана, ухгишинге харталу шауевш, абас яqазар хтахун. Красной нитью во всех выступлениях Тараса Мироновича на съездах, научных конференциях, на любых встречах, проведенных в международных ассоциациях абхазо-абазинского народа, проходила мысль о том, что Абхазия уже не свернет с избранного пути и будет добиваться своей независимости до победного конца. Главная цель, которую мы ставили себе, это добиться, чтобы Абхазия стала суверенным государством. Уже после войны мы как раз уже встали на реальный путь образования своей государственности, суверенного, независимого. Уверенность в правоте своего дела звучала в выступлениях Тараса Мироновича. Ни один, я подчеркиваю, ни один вопрос, который касается абазин и абхазов, вне нашего поля зрения не бывает. Все, что можем мы делать, и здесь, и в Абхазии, и в Российской Федерации, и на международной арене мы делаем, защищая, отстаивая интересы абазин и абхазов. Одновременно понимая, что эти наши интересы добавляются к интересам адыгов всего мира. Все дороги национально-освободительного движения, все они прошли через и сердце, и через жизнь Тараса Шамбы. Это не преувеличение. Я думаю, что все, кто знает, знаком с историей, соприкасался с этим движением, они знают, что ни одно письмо, ни одно выступление, ничего не проходило мимо Тараса. Все это хотя в те времена это не совсем было безопасно, но и тайком, и в открытую, я даже помню кое-какие факты, когда это надо было делать конспиративно, но без Тараса ничего не обходилось, это все так было. Когда интеллигенция Абхазии, решая проблемы национально-освободительного движения Абхазии, когда возникали вопросы, проблемы, которые надо было решать, они выезжали в Москву и встречались с Тарасом Шамба, будучи ответственным работником ЦК КПСС. И Тарас Шамба мог позволить себе прямо в рабочем кабинете
встретиться с ними, обсудить все вопросы и найти правильное политическое решение проблемы любой, который возникал. Вот Тарас Шамба, тот, который сделал все, зависящее от него для абхазского народа. Тарас Миронович не просто государственный деятель нашей страны, Абхазии, но это народный представитель. И дело не в том, что он был народным депутатом Советского Союза. От Абхазии таких депутатов было, если немного, то, по крайней мере, немало. Но это человек, который всегда четко понимал, чего хочет его народ, к чему его народ стремится и как эти интересы можно отстаивать. Отстаивать спокойно, отстаивать умно, отстаивать настойчиво. И вот это, наверное, самое главное ощущение и впечатление от Тараса Мироновича, как именно о представителе своего народа. Во время войны в Абхазии и в течение послевоенных лет президент МААН Тарас Миронович Шамба провел целую серию встреч с нашими соотечественниками из ближнего и дальнего зарубежья в Сухуми, Черкесске, Майкопе, в Нальчике, а также в Турции, Сирии, Германии, Иордании, Египте, Голландии, Испании, Африке. Глобал процесса Абас абснут абраха ана Африка хана хаважла процесс хайлчажин атурухи хамо элкана шуфтего итигерчейна хаважлар ахзушримас итиги таршин итагр бзёбха абраха ай бишра нча хус يجي جاء كاسر خسخت أبسوا يخنخو وجراجي تونس حازجاز حبسورو. Я несколько раз выезжал с Тарасом Мироновичем на те встречи, которые состоялись в разных странах, где проживали наша диаспора, наши соотечественники. И, на мой взгляд, была огромная работа проведена по отношению контакта между нашими народами, проживающими и в загранице, и которые ныне здравствуют и проживают в Республике Абхазия. Харт Ажлар. Ргу, рпсачо, ихо, убриоп, язбыша, ихасаша, хазшталаша. Абсуайширхо. Тенхарас ихо айбабароп. Убри айбабара, абсуай хагбха. Каир. Все-таки город большой, народу много. Ну и решил собрать всех, кто там абхазцы есть. Но они там все значатся как Абаза. Ну, гуляем по городу, видим магазин. Написано Абаза. Едут машины, на номерах машин Абаза. Министр энергетики Египта 27 лет был Абаза. Ну, стали потихонечку обзванивать, собирать, ну и собрали человек 40. Потом, оказывается, представитель Египта в ЮНЕСКО тоже это Абаза. И потихонечку, потом нашли, кто абхазские, которые замуж вышли, значит, самые за египтян. Потом нашли русских девочек, которые вышли за египтян. И так потихонечку оказалось очень много. Потом стали нам показывать, говорят, вот там есть аул, где только абаза живут. Там есть аул, где только абаза живут. Ну и когда мы собрались, я у них спрашиваю, а сколько здесь абаза? Они говорят, в Каире по последней переписи населения только, это было где-то 94-96 год. Они говорят, в Каире 26 тысяч с фамилией Абаза. А я говорю, а вообще сколько их? Ну, немного, где-то 1,5-2 миллиона. Хотя вот потом мы были в Тунисе, действительно очень много. Мы специально объездили, встречались, вот взяли телефонную книжку, открыли, и там буквально Абаза, 8 фамилий, сразу нашли Абаза по фамилии. Тарас Миронович смог сблизить единый народ Абаза, рассеянный по всему миру, но особенно Абхазию с Северным Кавказом.
По Карачаево-Черкесии в абазинском сообществе всегда витала идея создать абазинский район. С учетом вот нашего влияния Конгресса, мы смогли добиться, что сейчас в Карачаево-Черкесии создан абазинский народ, который тоже должен постепенно объединить всех абазин в этом районе для того, чтобы они могли и язык, и культуру, и историю свою знать. Весь свой политический, научный и педагогический опыт Тарас Миронович всегда применяет с пользой для Абхазии. Благодаря его личным контактам с известными московскими и зарубежными политиками, Абхазия приобрела многих надежных друзей. Этот человек мне очень дорог. Дорог прежде всего той нагрузкой, которую несет. А несет он такие составляющие, как государственность, народность, патриотизм, искреннее желание, чтобы его народ жил лучше, краше. Знаете, что он один из тех, кто определяет развитие черкесской диаспоры не только в Закавказье, на Северном Кавказе и во всем мире. То есть несет мощнейший позитивную составляющую. И это нас, в общем-то, с ним объединяет и роднит. Мне импонируют такие люди, которые во главу угла прежде всего ставят заботу о своем народе. И этим все объясняется. Это очень маститый ученый, который не останавливается на, в общем-то, достигнутом, все время в поиске. И видите, какой он молодой, внутренне, правда? Да, очень содержательный человек. Сегодня наступает качественное иное время, когда стоять должны другие задачи, другие заботы, другие проблемы. Стратегия развития абхазского народа, абхазской государственности нужно переосмыслить и двигаться дальше. Для этого нужен как раз Конгресс, чтобы он наметил наши стратегические и текущие задачи. Надо сказать, что члены семьи Тараса Мироновича тоже являются учеными. Жена его, кандидат наук Нилья Рамазанова, журналист, в разное время работала в газете «Советская Абхазия», преподавателем в МГУ, редактором английского издания журнала «Советская женщина». Нельзя не сказать, что Нелли Каюмовна очень интеллигентная, обаятельная, умная женщина, которая действительно, на мой взгляд, сделала очень много для того, чтобы быть надежной опорой Тарасу Мироновичу. Старшая дочь Тараса, Гаяне, окончила исторический факультет Абхазского государственного университета, затем аспирантуру в Москве. Тема ее кандидатской диссертации была посвящена охране памятников культуры Абхазии. Младшая дочь, Назира, окончила факультет журналистики Московского государственного университета и высшие юридические курсы Российской государственной академии управления при президенте Российской Федерации. Она автор более 10 книг, художественных произведений. Назира достаточно интересная всегда была писатель, ее всегда было интересно читать. Я очень рад, что у них замечательные дети. И Гаяна, работая и в Совете Федерации, и Назира, которая училась в академии, в нашей академии государственной службы, действительно всегда понимали, что они дочери Тараса Мироновича Шамба. Профессор 3 вузов в Москве, член Международной французской Платоновской академии наук и искусств, Международной академии политологии, Международной академии информации при ООН, Адыгской международной академии «Континент», а также ряда российских академий, Тарас Миронович Шамба порой устает от научной, педагогической, политической и общественной деятельности. Он откладывает все свои дела и приезжает на любимую родину. Прогулка по излюбленной набережной Сухума со своими братьями и друзьями восстанавливает его неиссякаемую энергию. А он ее всегда начинает с памятника великому народному поэту Абхазии Баграту Шинкуба. Поэт он от Бога, поэтому очень часто как раз мы соприкасались с ним по работе, когда я работал здесь вот рядом в этом здании. И одновременно еще, когда был студентом, землячество было, мы его приглашали, он приезжал к нам. Всегда старался, где это есть возможность, поддержать, сказать доброе слово, показать фундаментальность, свою интеллигентность,
по отношению к молодежи. Абабсабнюхчик хайцхрандес. То есть он видит талантливого молодого писателя, поэта. Вот немножечко вот ему, но помочь. Человек такого масштаба у нас редчайший случай. Вот его перевод: «Мужчина, будь мужчиной, но куклой никогда, которую бросает судьба туда-сюда. Отважным буди смелым, будь непобедим, будь словно дуб, который был выворочен с корнем, но не согнул свой стан». Очень хорошие переводы его были, кстати сказать, я уже позабыл многие поэты, которые он переводил. Его роман «Последний из ушедших» — это вообще потряс. Все кавказские народы и особенно диаспору. Когда мы там были, я в Иордании, значит, нахожусь, ко мне подходит, говорит, я... Затем Тарас Миронович направляется на место, где воздвигнут памятник махаджирам. Больше всех из выселенных народов пострадал абхазский народ. Поэтому 2/3 населения абхазов оказались выселенными за пределы Абхазии. С фамилией Абаза или родственных Абаза и наберется 1,5–2 миллиона. Но их надо собрать, их надо сблизить, им надо показать, где их историческая родина. Мирон Шамба, Тарас Шамба, Сергей Шамба, наш компетентный, умный, ученый, премьер-министр. Это 3 человека навсегда останутся в истории абхазского народа. Те, кто их знал и знает, всегда будут их ценить. Сегодня в созвездии Льва горит звезда Тараса имени Тараса Шамба. Вот в этом сертификате говорится о том, что настоящим подтверждается внесение записи в каталог небесных тел Росастра о присвоении звезде 16-й величины созвездия Льва координаты, вот здесь уже цифрами, имени Тараса Шамба. Запись зарегистрирована на имя Шамбы Тараса Мироновича. Данные о регистрации публикуются в ежегодном издании «Звездный альманах». Для меня вот Тарас Шамба был всегда звездой, человек, которым мы и слушались, и советами, которого мы продвигались к нашей цели, и человек, который никогда не показывал свое превосходство в чем-то, а все время он имел такое обыкновение возвышать рядом стоящего, и тем самым он становился чуть выше, сам становился. Доктор наук, профессор, академик Тарас Миронович Шамба своими научными трудами в области истории, юриспруденции, политологии, культурологии, своей педагогической, общественной и политической деятельности проделал светлый путь к звездам, и потому там, на небе, среди звезд навечно будет гореть и звезда имени Тараса Мироновича Шамба.